Эксперты утверждают, в будущем собирать урожай будут сельхозроботы. Современные агрокомплексы уже используют тракторы с автоматическим управлением хода, а молочные фермы устанавливают машины, которые могут доить коров самостоятельно. Так кто же они, аграрии будущего? В эфире программа «Агробизнес». В студии Роза Хузина. Сегодня в выпуске. Инвестиции в новое поколение. Власти региона изменили систему поддержки молодых специалистов-аграриев. Башкирию отметили как один из лидирующих регионов по освоению средств господдержки села. И поможет ли развитию АПК создание сельхозкооперативов? Сегодня об этом поговорим с нашим гостем в студии. Сегодня в Башкирии есть порядка 2500 свободных вакансий в системе агропромышленного комплекса. Требуются агрономы, ветеринары, механизаторы, комбайнеры и животноводы. При этом желающих поступить в учебные заведения с сельскохозяйственным направлением меньше не становится. Что нужно, чтобы привлечь кадры в аграрный сектор и повысить престиж работы в АПК? Давайте разбираться. С профессией ветеринара Анвар Джураев определился еще в 6 классе. Все, решила любовь к животным. Заканчивая школу, Анвар начал выбирать учебное заведение сельскохозяйственного профиля. Подходящий колледж нашел в Альшеевском районе, за 3000 километров от родного дома. В Башкирию Анвар приехал из города Надым Ямало-Ненецкого автономного округа. Расстояние молодого человека не испугало, а вот некоторые друзья и родственники такое решение поддержали не сразу. Они были в шоке, на самом деле, когда я сказал, что я на ветеринара. И они просто не понимали меня. Все офисные там магнатами хотели стать, а я в ветеринарию пошел. Со мной даже некоторые перестали общаться, просто меня это не остановило. Я начал искать колледж, в который хочу поступить. Посмотрел много сайтов, но именно вот Аксеновский меня привлек, потому что полностью я все понял, где общежитие, сколько проживания, к кому обучают, как обучают. И то, что там есть научная деятельность, меня точно, когда это узнал, что научная деятельность тоже присутствует, я сразу понял, что только туда и все. Хочу что-то сделать для своей страны, чтобы развивалось сельское хозяйство, чтобы страна сама себя обеспечивала в продовольственной безопасности. Поперечный разрез плода, зерновки. Аксеновский агропромышленный колледж – это одно из старейших учебных заведений не только в Башкирии, но и в России. Он был основан в 1896 году. За свою 120-летнюю историю из сельскохозяйственной школы прошел путь до многопрофильного учебного заведения. Сейчас здесь обучаются по 9 направлениям, готовят специалистов среднего звена, рабочих и служащих. На сегодняшний день у нас обучается очно-заочно более 800 студентов. У нас есть дополнительное райское отделение, где обучаем по профессиям. Но в основном мы обучаем, конечно, это на агронома. Наша фишка – агрономы, ветеринары, пчеловоды. На данный момент это единственный техникум в республике, где обучают специалистов по специальности пчеловодства, а будущие ветеринары уже выполняют практические занятия. К примеру, провели операцию. Пострадавшей кошке установили специальный протез, который создали на 3D-принтере. К слову, обучение в колледже на бюджетной основе, но это не единственная поддержка для будущих аграриев. Оказывать поддержку студентам и во время обучения, и во время практического обучения, внедрять различные виды дуального образования на производстве, практики на производстве, привлекать к обучению мастеров производственного обучения с производства уже, как мы делаем мы, чаще выезжать, изучать опыт других учебных заведений. Большинство выпускников агропромышленных техникумов стараются продолжить обучение. Башкирский аграрный университет – один из ведущих сельскохозяйственных вузов России. В научно-образовательном процессе задействовано более 200 специализированных лабораторий, позволяющих вести научные исследования и ставить эксперименты. Подготовка высококвалифицированных специалистов ведется на 9 факультетах и 39 кафедрах. Большая часть упор делается на цифровые технологии, потому что студенты должны понимать новую зарубежную технику для того, чтобы придя на производство, они могли руководствоваться уже теми знаниями, которые они получат совместно вот в этих именно лабораториях. Мы в определенной степени проводим профориентационную работу, то есть и в районах республики, и в школах, и есть система непрерывного образования, которую мы активно внедряем, то есть начинается это со школы, потом
при необходимости учитываем потребности среднего профессионального образования, а потом уже, приходя сюда в наш вуз, студенты уже учатся по многоуровневой системе образования. И, понятное дело, здесь уже мы учитываем их желания, их место проживания и стараемся включиться в эту работу, чтобы они в большей степени возвращались на то место, откуда они приехали учиться к нам. Однако даже при таких условиях в Башкирии сохраняется дефицит кадров в аграрной сфере. Республике не хватает зоотехников, ветеринаров, агрономов, инженеров. Та же проблема и с рабочими профессиями. По итогам 2016 года в агропромышленном комплексе было задействовано 72 тысячи человек. Сегодня муниципалитеты показывают еще минус 8 тысяч человек. Эксперты считают, что выходом из сложившейся ситуации может стать расширение программы поддержки молодых специалистов. В Министерстве сельского хозяйства этой программе уделяют повышенное внимание. Мы сегодня пересмотрели формат государственной поддержки. Глава нас поддержал, то есть внесены изменения в указ по поддержке молодых специалистов. Сегодня уже об этом обозначали, что выпускники колледжей получают 300 тысяч, а выпускники высших учебных заведений 500 тысяч при трудоустройстве в сельхозпредприятии и при условии, что они там остаются работать в течение 3 лет. Почему именно 3 года? Но за это время, наверное, молодой человек или девушка уже созревают вполне, заводят семью, и те, кто хочет работать в агропромышленном комплексе, они уже там остаются и идут дальше, растут. Кроме того, реализуется федеральная целевая программа по устойчивому развитию сельских территорий, где мы в рамках федеральных и республиканских средств имеем возможность не только развивать социальную инфраструктуру населения, но и решать вопрос обеспечения жильем молодых специалистов, то есть компенсируем до 70% затрат на строительство, приобретение жилья. Плюс это грантовые программы по поддержке бизнесовых, идей молодых ребят. Это грантовая программа по развитию фермерских хозяйств и по созданию сельхозпотребкоопераций. Всего за период 2018-2020 годов правительство заложило на эти цели 70 миллионов рублей. Утвердили и порядок субсидирования из региональной казны на возмещение части процентной ставки по инвесткредитам для аграриев. Власти уже направили в Министерство сельского хозяйства России заявку на получение 11 миллиардов рублей по инвестиционным кредитам. И вне зависимости от итогов ее рассмотрения, сельхозпроизводители смогут рассчитывать на возмещение процентов при оформлении кредитов по коммерческой ставке. Сейчас в Башкирии действует 103 сельскохозяйственных кооператива, причем 39 из них появились в прошлом году. К примеру, сыровары Башкирии в полной мере освоили импортозамещение, все чаще открывая собственное производство. В целом, эксперты сходятся во мнении, что сельское хозяйство остается одной из самых перспективных отраслей в республике. Согласно показателям кооперативного движения, республика занимает 12 место среди всех регионов России. Кроме того, с этого года в планах Министерства сельского хозяйства работа по 2 направлениям. Первое – сотрудничество с холдингами, второе – развитие небольших ферм и личных подсобных хозяйств. Планируется, что все это должно стимулировать интерес и развитие профессий аграрного сектора. А сейчас к новостям. Ученые Аграрного университета представили элитный сорт семян на зональной агроконференции, которая прошла в Шаранском районе. В будущем эту пшеничную культуру планируется засеять на поля республики. Турецкие компании заинтересованы в приобретении мясной продукции из Башкирии. Планируется, что предприниматели приедут в республику до конца апреля. Об этом аграрии Башкирии и Турции говорили на встрече в Москве. Кроме того, турецкие предприниматели интересуются зерновыми культурами и уже приобрели несколько партий. Заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев отметил Башкортостан среди регионов-лидеров по освоению средств господдержки. Он отметил, что в прошлом году более 40% средств было направлено на стимулирование инвестиций в области молочного и мясного скотоводства, овощеводства, садоводства и модернизации техники и оборудования. Поможет ли развитию агропромышленной отрасли создание сельхозкооперативов? Аграрии полагают, что кооперирование набирает рост и идет с хорошим подъемом по всему миру. Но что все-таки даст объединение Башкирии? Сегодня об этом поговорим с директором Центра сельхозконсультирования Ириком Сакаевым. Здравствуйте, Ирик Зуфарович. Добрый день, Роза Владимировна. Сельхозкооперация известна во всем мире. А вот насколько она развивается в нашей республике активно? Форма хозяйствования в виде сельхозпотребкооперативов действительно существует во всем мире уже давно, более 140 лет. А вот у нас в Башкортостане, в Российской Федерации в целом, оно активно начало движение с 2006 года.
Но сказать, что его нет у нас в республике, вот до этого не было, не могу. Оно у нас было, существовало. Вот с прошлого года, когда нас назначили региональным оператором развития сельхозпотребкооперации, мы этой темой занялись вплотную, и уже у нас скромные, но есть результаты. Скажем так, на сегодняшний день у нас в Республике Башкортостан насчитывается 108 сельскохозяйственно-потребительских кооперативов. Из них 8 открылись в этом году. Если взять по районам, самые активные районы – это вот Баймакский район. Вот в этом году Гафурийский район с начала года открыл 5 кооперативов. Балтачевский район очень активно в этом направлении движется. То есть в целом движение оно активное пошло. Надеемся, что мы выйдем на положительный, хороший, качественный, добротный результат. А кому выгодны кооперативы? И существуют ли риски вообще при создании таких сельхозкоопераций? Надо сразу сказать, вот крупным агрохолдингам кооперативы не нужны. Кооперативы нужны малым формам хозяйствования для того, чтобы, объединившись, подправить свое дело путем помощи друг другу. Ведь смысл кооператива – это первично там услуга, оказание услуг. Чтобы фермеры не отвлекались, вот, помогая друг другу объединяться малым формам хозяйствования. Это личные подсобные хозяйства в первую очередь. Их у нас в Республике Башкортостан более 600 тысяч. Вот. Они предоставлены сами по себе. Сами по себе вот живут, у них товарная продукция нигде не учитывается. Они не могут богатеть, они не могут продавать свою продукцию. К ним же мы относим и малые фермерские хозяйства, которые сегодня представлены также сами по себе. Вот мы должны их объединить в кооперативы, им помочь как морально, это в плане информирования, также и в плане господдержки в виде грантов. То есть гранты также нужны, потому что оборотные деньги, первичная помощь, она как бы всегда востребована. И это, конечно же, нужно сельским поселениям, малым деревням, к селу, потому что село вымирает, рабочих мест нету, население уезжает, потому что вот они не могут заработать на местах. В последнее время Минсельхоз нашей республики активно пропагандирует, что нужно производить не дешевое сырье, а именно готовые продукты питания. Вот именно в части развития сельхозкооперации это как-то относится? Это, наверное, напрямую относится к кооперативам, потому что кооперативы призваны перерабатывать. Последний год особенно показал, что просто сырье, оно не совсем востребовано. То есть нам надо продавать готовую продукцию, полуфабрикаты и оставлять маржу, выгоду себе. Вот кооперативы призваны именно перерабатывать первичную продукцию. Это малые формы хозяйства, они мобильные должны быть. И надо сказать, что народ созрел к тому, что они требуют, покупатели требуют качественную продукцию. А кооперативы в состоянии обеспечить, потому что там минимальная химия, максимальный ручной труд, максимальное отсутствие органика, так называемой органики, это вот у личных подсобных хозяйств, у крестьянских фермерских хозяйств, у кооперативов. Надеемся, что доходность это увеличит в разы, когда начнут продавать готовую продукцию, а не сырье. Вот надеемся на эти успехи за счет кооперации. То есть кооперации быть в Республике Башкортостан? Кооперации, конечно же, быть, уделяя такую огромную поддержку, огромное внимание со стороны правительства Республики Башкортостан, народ на это откликается живо. Народ начал слушать, слышать. Вот мы провели только за начало с этого года более 7600 человек мы провели обследование и беседу, так называемые консультационные встречи, и 405 инициативных групп с более чем 3000 пайщиками изъявили желание объединиться в кооперативы. Надеюсь, что наша эта задача будет достигнута. Остается только приложить максимум усилий. Мы готовы, Центр сельхозконсультирования готовы сопровождать всех, поможет решить вопрос реализации с информацией, с консультированием, с объяснениями. Мы готовы работать 12 часов в сутки. Добро пожаловать. Спасибо большое, Ирик Зуфарович. А я напомню, о создании сельхозкооперативов мы говорили с директором Центра сельхозконсультирования Республики Башкортостан Ириком Сакаевым.
На этом у меня все. Хотите быть в курсе последних новостей сельскохозяйственной отрасли? Смотрите программу «Агробизнес». В студии была Роза Хузина. До свидания.